Ассаляму алейкум, братья и сестры! Идет священный месяц Рамадан, и я приветствую всех, кто решил держать пост в этом году. Я занимаюсь психологией и диетологией, поэтому для меня имеет важное значение предмет, диета, рацион, питание во время поста. Ко мне часто обращаются с вопросом, а как же питаться, чтобы не нарушить здоровье, чтобы не испортить фигуру, чтобы чувствовать себя хорошо и энергично, потому что все мы, конечно же, продолжаем работать, продолжаем тратить энергию и заботимся о своей семье и так далее, и так далее. Я предлагаю пересмотреть некоторые моменты, которые касаются вашего рациона именно в этом месяце. Если вы привыкли пить кофе каждый день, и, возможно, кто-то из вас пьет кофе даже дважды или трижды в день, это вообще отдельная для меня тема, я категорически против частого употребления кофе. Так вот, именно в этот месяц я бы порекомендовала вам минимизировать количество кофе, потому что, смотрите, сухур. Важно насытить организм жидкостью, важно насытить организм клетчаткой и белком. Кофе в ранний утренний прием пищи, он в принципе только нарушит ваш сон и заставит ваше сердце биться, вашу нервную систему тревожиться, и в принципе вы себе испортите оставшийся период отдыха до того, как вы проснетесь. Поэтому что можно сделать? Например, если вы любите кофе. Во время сухура прежде всего вода, затем овощи, возможно, тушеные, потому что не всем подходят сырые овощи в утреннее время или, допустим, в позднее вечернее время. Просто не у всех желудочно-кишечный тракт готов переваривать большое количество свежих овощей и фруктов. Поэтому, если это будут какие-то тушеные овощи, например, да, это будет очень хорошо. Дальше. Идеальный вариант – это самый легко усвояемый белок. А что это? Яйца. Поэтому 2 яйца и, допустим, какая-то хорошая тарелочка овощей на сухур – это прекрасно. Затем можно выпить какой-то некрепкий чай, если вам необходимо выпить что-то кофеиновое. Но кофе в данном случае будет только мешать вашему ночному отдыху. И после того, как будет прочтена молитва, и вы возвращаетесь к своему отдыху, досыпаете, если вы не привыкли вставать так рано, как, например, там 5 утра, да, или 4 утра. Вы читаете молитву, отдыхаете, досыпаете, и дальше вам довольно легко пройти оставшиеся часы поста, потому что сейчас довольно короткий период поста по сравнению, например, с 16-м годом, 17-м годом, когда приходилось держать пост около 19 часов. Сейчас меньше и легче. Когда наступает время ифтара, опять же, конечно же, достаточное количество воды. Я бы рекомендовала как перед сухуром, так и перед ифтаром выпивать 500 мл воды. Не надо торопиться. Пейте с удовольствием. Желательно, чтобы эта вода была теплая, не горячая, но такая терпимо горячая, да, потому что ваш желудок, ваш кишечник будет просыпаться. И именно сильно теплая вода, она легко проходит через весь желудочно-кишечный тракт и оздоравливает ваш желудочно-кишечный тракт. А нам очень важно заботиться о своем здоровье в этом месяце, потому что нужно делать очень много добрых дел и иметь на это все энергию и здоровье. Вода. Дальше снова какие-то овощи. Если вы хорошо переносите, значит сырые. Если нет, то тогда, может быть, пастерованные какие-то, тушеные, вареные и так далее. Если вы готовы сразу начинать со сладкого, традиционно это вода и финики, ничего особенного, все прекрасно. Пусть это будут финики. Почему? Потому что это хлеб пустыни. Именно финики имеют самый высокий гликемический индекс. И как только вы их съедаете, моментально глюкоза, энергия проникает в ваш организм. Моментально. Вот что значит высокий гликемический индекс, то есть скорость проникновения глюкозы в вашу кровь. И вы сразу начинаете чувствовать себя бодрее и сильнее. Дальше овощи и обязательно белок. Это будет халяльное мясо, любое абсолютно, да. Пусть оно будет свежее, хорошее,
очень такое, знаете, не обязательно диетическое, пусть там будут и жир и так далее. Это все очень нужно. Женщинам очень важно есть что-то такое вот непостное в плане мяса и белка, потому что нам очень нужен коллаген для красоты кожи, для того, чтобы кожа не сохла, имела хороший тургор, да? Поэтому не надо стесняться, если мясо будет, ну, такое вот не постное, да, а будет какой-то еще жир. Это очень хорошо. Баранина, например, да. Ну, довольно постная конина, например, ну и там есть жир. Выбирайте что-то такое более жирненькое. Дальше я бы рекомендовала обязательно, конечно же, периодически есть рыбу, хорошую, качественную, свежую рыбу, ну, либо, может быть, малосольную, если вам нравится. Если мы говорим сейчас о таких пристрастиях, как сладости, то вот как раз на самом деле сейчас идеальное время сократить употребление всех этих неполезных продуктов. Пирожные, конфеты, шоколад. И вот все это ненужное нашему организму. В этом месяце не надо тратить резервы своего желудка на те продукты, которые не несут никакой пользы. Напротив, они вредны, они портят ваше здоровье, вашу кожу, красоту. Иммунитет в том числе. Вот такое питание будет идеальным. Не надо объедаться, не надо перегружать свой организм. У вас 2 приема пищи, и я прошу вас не пропускать сухур. Почему? Потому что вам будет легче перенести большое количество часов поста и прийти более энергичным к концу дня и пройти все молитвы и отработать свой рабочий день, и вообще быть таким, знаете, человеком в тонусе, в ресурсе. Нам это очень нужно, потому что нужно успеть сделать очень много хорошего в этом месяце. Ешьте то, что вам нравится, но не забывайте, что есть нужно самые полезные продукты. А самые полезные продукты для нас – это фрукты, овощи, злаковые, желательно цельнозерновые, нерафинированные масла, то есть подсолнечное масло с запахом, оливковое масло, сливочное масло и, конечно же, вода плюс хорошее количество белка. Мы белковые существа. Не забывайте про яйца, мясо, рыбу, фасоль и все бобовые. Ешьте то, что вам нравится, максимально разнообразно. Максимально разнообразно. И вы будете энергичными и здоровыми. Теперь поговорим о духовной пище. Духовная пища – это, конечно же, наши намазы, это чтение Корана, это контроль за своими эмоциями, контроль за своими реакциями. Мы можем в этом месяце немного, но изменить даже свой характер, если научимся по-другому реагировать на какие-то кризисные ситуации, меньше мучиться какими-то прошлыми обидами. Мы научимся прощать то, что, допустим, не могли простить в течение целого года. Мы возьмем на себя ответственность за все, что происходило с нами в течение прошедшего года. Потому что как только мы берем ответственность на себя, мы становимся более сильными и более духовными людьми, потому что знаем, что в последующем эту ошибку не повторим, понимая, что каждое наше действие вчерашнее результатом будет иметь то, что мы имеем сегодня. Все, что мы делаем вчера, будет результатом сегодня. Не забывайте об этом. Конечно же, если у вас есть семья, то это снова возможность укрепить семью, возможность говорить по душам, возможность выразить свои чувства и вообще уделить больше внимания и времени вашим близким. Если у вас есть родственники, которые плохо себя чувствуют, может быть, нуждаются, сделайте что-то хорошее для них. Читайте молитвы за тех, кто уже не в этом мире, кто ушел в лучший из миров. Можно так много сделать хорошего. И знаете, то, что все сочетается, вот это духовное очищение, очищение сердца, тела, души, все это дает колоссальные возможности к изменениям. Если просто не забывать
все составляющие месяца Рамадан, то к концу этого прекрасного месяца можно прийти немного другим человеком. Лучше, спокойнее, даже начитаннее, образованнее и, самое главное, человечнее. Я призываю вас к человечности, к милосердию, к взаимопомощи и к добру в сердце. Пусть этот месяц станет лучшим в этом году. Пусть в вашей семье царит мир. Пусть ваши близкие будут здоровы. Заботы вам, любви, улыбок и щедрости души и сердца.